Многие ученые сегодня на современном этапе развития нашего общества констатируют один весьма интересный факт. Уже не первый год в России и в целом во всем мире наблюдается всплеск интереса к разным областям науки. Но особой популярностью пользуются гуманитарные сферы, такие как филология, история, обществознание. Казалось бы, с одной стороны, это очень хороший знак, импульс, благодаря которому можно поднять отечественную науку на новый уровень. Но с другой стороны, появляется опасность возникновения лженаучных знаний и искаженной информации. Взять хотя бы, к примеру, такую отрасль лингвистики, как диалектология. Эта наука занимается историей и развитием разнообразных языковых форм, диалектов, наречий, говоров. Татарская диалектология, в отличие от многих других тюркских языков, имеет давнюю и богатую традицию. Изучение татарских диалектов началось не вчера и не сегодня. Этим занимались специалисты еще с начала XVIII века. В советские годы в ТАССР впервые среди тюркских народов России был издан большой атлас. Советские диалектологи, тюркологи побывали в разных уголках России, а это тысячи деревень, где зафиксировали наиболее распространенные варианты татарского языка. Этот научный труд в области языкознания, который сложно подвергнуть каким-либо сомнениям, до сих пор считается важной основой единства татарского народа, где бы он ни проживал. Диалектологи уверены, что полемика вокруг северо-западного говора татар, проживающих на территории современного Башкортостана, не имеет никакого смысла. Это лженаучные концепции. Желающим сделать лингвистическую сенсацию нужно просто почитать соответствующую литературу. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.